Добрый вечер, в студии Валет Генаев, вы смотрите Чечен-Инфо. Это, пожалуй, первая на чеченском телевидении еженедельная информационная программа, которая рассказывает обо всем и сразу. Наравне с информацией новостного характера в нашей программе представлена и весьма полезная информация, актуальная для всех, без исключения зрителей. Именно поэтому этот проект мы обозначили как общественно-политический телевизионный журнал синтетического характера, позволяющий вобрать в себя различные направления информационного потока. Напомню, что программа сверстана из репортажей, материалов корреспондентов по следам событий прошедшей недели. Программа адресована широкому кругу зрителей, интересующихся не только современностью, но и историей и культурой чеченского народа, а также для людей, понимающих связь прошлого и настоящего. В течение ближайшего часа мы расскажем не только о наиболее значимых событиях сегодняшнего дня, но а также о фрагментах чеченской истории, так или иначе связанных с текущим месяцем. В конце программы мы планируем рассказать о человеке, чье творческое наследие пока еще недостаточно изучено, но опираясь на то, что нам уже известно, можно с уверенностью сказать, что его жизнь неразрывно связана с передовыми демократами той эпохи, в которой он и прожил. И последнее. Команда информационного канала уверена, что новости – это все-таки интересно, если к ним подходить с интересом. Приятного просмотра. Сегодня в программе. Рамзану Кадырову присвоено специальное звание генерал-майора милиции. Прошло первое заседание Грозненского горсовета. В Грозном открыто представительство Министерства иностранных дел России. Это и многое другое в экспресс-обзоре. Во вторник милиционеры нашей огромной страны отметили свой профессиональный праздник. О тех, чья служба и опасна, и трудна, в еженедельной рубрике «Дайджест недели» рассказывает Магомед Нухаев. Рамзан Кадыров в тройке лидеров в рейтинге политики глазами средств массовой информации. В мечетях Чеченской Республики огласят списки нетрезвых автовладельцев. Нарушение налоговых служащих выявит интернет. Программа Чечен-Инфо с подборкой новостей минувшей недели в ленте глобальной сети интернет. Рубрика «Тема» с небольшим отчетом о визите президента Чеченской Республики в Азербайджан и исследованием перспектив Азербайджана-чеченских взаимоотношений. 100-дневные бои в Грозном, переименование газеты «Нефтерабочий», открытие Русского драматического театра имени Лермонтова, хронология памятных дат в истории Чеченской Республики, возвращенные из небытия. Всю свою сознательную жизнь он пропагандировал идеи национального единства, гражданского согласия, разоблачал попытки отдельных политиков внести раскол в чеченское общество. Кто он, Ахмедхан Мутушев? Об этом в нашей постоянной рубрике «Жизнь замечательных людей». Ну а теперь обзор наиболее ярких событий прошедшей недели. 10 динамичных сюжетов, и каждый из них – мини-репортаж на актуальную тему. Информационным поводом для них может стать любое значимое событие минувшей недели. Рамзану Кадырову присвоено специальное звание генерал-майора милиции. Прошло первое заседание Грозненского горсовета, а в Грозном открыто представительство МИД Российской Федерации. МАК все-таки выдал международный сертификат аэропорту Грозный. Все это и многое другое в нашем экспресс-обзоре. Самым значимым событием недели, вне всякого сомнения, стало присвоение президенту Чеченской Республики Рамзану Кадырову специального звания генерал-майора милиции. Напомним, соответствующий указ подписал 10 ноября президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Этим высоким званием отмечены заслуги Рамзана Кадырова в организации и проведении специальных операций против участников незаконных вооруженных формирований. Подчеркнем, несмотря на угрозу личной безопасности, президент регулярно принимает участие в спецоперациях против членов банд подполья, осуществляя при этом руководство задействованными в боевых действиях подразделениями милиции и спецслужб. Напомним, помимо звания генерал-майора милиции, Кадыров в разные годы удостаивался и других почетных наград от руководства Российской Федерации. Так, глава республики имеет золотую звезду Героя России, орден Мужества, орден за заслуги перед Отечеством. Удостоен Рамзан Кадыров и ряда наград Чеченской Республики, в том числе ордена Ахмата Кадырова. В мэрии Грозного прошло первое заседание Грозненского городского совета депутатов первого созыва. Напомним, чуть ранее, 11 октября, в республике прошли первые муниципальные выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых и были избраны члены Госсовета. В работе первого заседания приняли участие президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, председатель парламента Дукваха Абдурахманов
мэр города Грозного Муслим Хучиев, депутаты первого созыва, руководители министерств и ведомств, главы городских и районных администраций и другие официальные лица. В своем приветственном слове глава республики поздравил избранных депутатов и подчеркнул особую важность завершения формирования муниципальной власти города. По повестке дня председателем Грозненского городского совета депутатов первого созыва единогласно избрали депутата от избирательного округа номер 6 Хошбалди Истамирова. Также на заседании был утвержден временный регламент Совета депутатов. В возрождающейся республике велика роль и значение СМИ. Такими словами приветствовал президент Чеченской республики Рамзан Кадыров, собравшийся на встречу с руководством республики журналистов в республиканских и федеральных СМИ. Глава республики отметил вклад журналистов в освещение прошедших муниципальных выборов, состоявшихся в республике 11 октября, и поблагодарил представителей СМИ за плодотворную работу. В ходе встречи глава республики подчеркнул, что перед СМИ стоят очень важные и ответственные задачи. В завершении встречи Рамзан Кадыров вручил награды журналистам, работающим в республике. Так, за заслуги в деле информационного обеспечения и освещения деятельности органов государственной власти Чеченской Республики медали за заслуги перед Чеченской Республикой были награждены 9 человек. 5 человек были отмечены руководством республики почетными знаками за трудовое отличие. Повышение качества работы и привлечение в сферу культуры молодых – такую задачу поставил перед работниками культуры республики президент Чеченской Республики в ходе рабочей встречи с министром культуры Дикалом Музыкаевым. Глава республики также отметил необходимость более тщательного подхода к репертуару современной чеченской эстрады. По его мнению, тексты песен некоторых артистов эстрады совершенно не несут смысловой нагрузки и порой идут вразрез с чеченским менталитетом. В связи с этим глава республики отметил, что художественные советы учреждений культуры должны более пристально отслеживать содержание репертуара молодых эстрадных исполнителей. Главная цель такой кураторской работы – создание высокохудожественных произведений, имеющих глубокое смысловое и воспитательное содержание. На этой неделе в Грозном открылось представительство МИД Российской Федерации, руководителем которого стал Беслан Мазаев, ранее возглавлявший информационное агентство «Грозный информ». С назначением на должность Мазаева поздравил премьер-министр Чеченской Республики Адес Байсултанов. Премьер подчеркнул знаковость события и пожелал новому председателю успехов и плодотворной работы. «Я убежден, открытие представительства будет способствовать дальнейшему развитию международных и внешнеэкономических связей Чеченской Республики», подчеркнул Адес Байсултанов. В свою очередь Мазаев заявил, что одной из первостепенных задач представительства считает его тесное взаимодействие с местными органами власти и со всеми структурами, занятыми реализацией международных контактов на региональном уровне. Новое представительство призвано способствовать местным органам законодательной и исполнительной власти в развитии торгово-экономических, культурных и иных контактов с зарубежными партнерами, в том числе и с потенциальными инвесторами. На этой неделе на основании положительных результатов в работе по оценке годности аэродрома в эксплуатации Комиссии по сертификации аэродромов и оборудования Межгосударственного авиационного комитета было принято решение о выдаче международного сертификата на аэродром Грозный. Напомним, чуть ранее в соответствии с поручением президента и правительства Российской Федерации представителями Министерства транспорта и связи Чеченской Республики, специалистами заинтересованных ведомств и авиапредприятия «Войнах Авиа» была проведена большая работа по созданию необходимой инфраструктуры международного сектора аэропорта. В процессе сертификации была проведена большая работа со специалистами Межгосударственного авиационного комитета. Ими проводилась работа по проверке радиотехнического, светосигнального, метеорологического, аварийно-спасательного оборудования, систем электропитания объектов аэродрома. На неделе в Чеченской Республике в целях выяснения соответствия реализуемой продукции традиционным нормам ислама началась проверка исламских магазинов. Параллельно Духовному управлению мусульман начала свою работу и экспертная комиссия по контролю за аудио, видео и печатную продукцию религиозного характера. Уже известны результаты плановой проверки исламских магазинов представителями муфтия заводского района во главе с кадием Анзором Эсмурзаевым и сотрудниками РАВД района.
Так, в ходе проверки были изъяты литературные диски с сомнительными проповедями. Как отметил кадий заводского района Анзор Исмурзаев, чтобы искоренить зло, которое несет неправоверные диски и книги, подобные мероприятия будут проводиться ежемесячно. По словам кадия, чтобы избежать закрытия торговых точек, муфтият Чеченской Республики ранее рекомендовал владельцам торговых точек исламского направления заблаговременно проверить свою продукцию в Дум-ЧР на предмет ее соответствия исламским нормам. Прошедшая неделя ознаменовалась рядом значительных успехов силовиков в борьбе с членами НВФ. Так, в ходе спецоперации в районе населенного пункта Сержинюрт в Шалинском районе республики были уничтожены 5 членов банд подполья. Ранение получил известный арабский наемник Ясир. Операцией непосредственно на месте боестолкновения руководил глава республики Рамзан Кадыров. В операции приняли участие сотрудники УФСБ, МВД и других правоохранительных органов республики. Чуть ранее, 7 ноября, были уничтожены так называемые эмиры Шалинского и Курчалоевского районов: Резван Асмаев по кличке Гюрза и Хасан Аздамиров по кличке Герат. Спецоперацией руководил также лично президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Примечательно, что очередные успехи правоохранительных органов прошли на фоне их профессионального праздника Дня российской милиции. В системе здравоохранения Чеченской Республики нет лечебных учреждений, которые находились бы в бедственном положении. Более того, темпы восстановления прежних и строительства новых медицинских объектов набирают обороты. Об этом заявил в СМИ замминистра здравоохранения по строительству Чеченской Республики Иса Дудаев. Так, по его словам, уже до конца 2009 года в республике откроются 3 крупных объекта здравоохранения. Благодаря президентской программе мы устроим по всей республике фельдшеро-акушерские пункты, амбулатории, участковые больницы. Ни один горный район не остался без внимания, и практически повсюду идет восстановление и строительство на месте разрушенных новых центральных районных больниц. В одном только Веденском районе в прошлом году восстановлено 7 объектов здравоохранения, а в 2009 году в Нажаюртовском районе планируется сдача районной больницы, 2 амбулаторий и 9 ФАПов, отметил заместитель министра. Чеченские паломники готовы к хаджу. Об этом в СМИ заявил заместитель муфтия Чеченской Республики Хамзат Дурдиев. Как сообщил заммуфтия, в нынешнем году к святым местам из Чеченской Республики отправится 3000 человек, что на 600 человек больше, чем в прошлом году. Причем 434 паломника совершат хадж бесплатно за счет регионального общественного фонда имени Ахмад Хаджи Кадырова. Дурдиев уточнил, что наземным транспортом паломники будут отправлены 12-13 ноября, а самолетом 16. Именно отправкой паломников откроет свои международные рейсы и Грозненский аэропорт. По словам представителя муфтия, подготовка к хаджу в этом году в республике прошла как никогда спокойно и организованно. Правда, из-за того, что день Арафат в этом году приходится на 26 ноября, руководство республики было вынуждено поменять некоторые свои планы. Это коснулось и Международного миротворческого форума «Ислам, религия мира и созидания». Он перенесен на весну будущего года. Во вторник милиционеры всей страны отметили свой профессиональный праздник. Сегодня жизнь сотрудников правоохранительных органов непроста. 21 век внес свои коррективы. Мы часто слышим слова «террорист», «член банд подполья», «камикадзе». Слова, смысл которых еще 10-20 лет назад мы бы, наверное, не поняли бы. Сегодня они олицетворяют некий ужас, приходящий к нам внезапно. Однако есть в нашей жизни люди, которые стоят на страже Отечества, готовые прийти на помощь и заслонить собой наше общество от чуждых нам явлений и понятий. О тех, чья служба и опасна, и трудна, в еженедельной рубрике «Дайджест недели» рассказывает мой коллега Магомед Нухаев. Президент Чеченской Республики, личный состав Министерства внутренних дел по Чеченской Республике на торжественное мероприятие, посвященное Дню российской милиции, построены. Их служба и опасна, и трудна. Они редко поддаются своим эмоциям, но даже если это и происходит, то не подают никакого вида. Милиция вошла в нашу жизнь 92 года назад, и с тех пор она оберегает и защищает граждан от преступников, борется за целостность государства.
Правда, в 21 веке, как отметил в своем обращении к сотрудникам правоохранительных органов президент России Дмитрий Медведев, милиция должна использовать передовые технологии, при этом не забывая о своих первостепенных обязанностях. Обязанность защищать здоровье, жизнь, собственность честных людей является непреложным законом для сотрудников внутренних дел. Поэтому работа органов внутренних дел должна отвечать и новой ситуации. Сотрудники милиции должны более активно использовать все самые современные средства, и включая высокотехнологичное оборудование, поддерживать высокий уровень дисциплины, заботиться о своей профессиональной подготовке. Праздник Дня милиции был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года. История же самой милиции берет начало со времен правления Петра I. В 1715 году император создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее полицией. Спустя 87 лет, уже при Александре I, было образовано Министерство внутренних дел Российской империи. В задачи ведомства, помимо установления и поддержания спокойствия, обеспечения пожарной безопасности, входило также обустройство дорог, курирование приютов, контроль торговли, почты и медицины. Оно также следило и за уплатой налогов. В следующие 115 лет милиция не один раз переименовывалась, реорганизовывалась и подвергалась преобразованиям. Не изменились лишь суть этой организации. Она так и осталась основой государственной власти, которая следит за порядком в стране и обеспечивает безопасность ее жителям. Официальное название милиции появилось только в период революции. Это произошло 10 ноября 1917 года. Спустя 6 лет в системе органов внутренних дел была создана служба участковых надзирателей, нынешних участковых инспекторов милиции. В 1999 году в стране были приняты изменения федерального закона о милиции, определяющие задачи милиционеров. В День милиции руководители и сотрудники возлагают цветы к памятникам, таким образом почитая память милиционеров, погибших при исполнении служебного долга. К сожалению, МВД несет потери практически каждый день. Милиционеры погибают не только в горячих точках, но и в мирной жизни. Борьба с преступностью – это опасное и тяжелое дело, которое призваны выполнять наши доблестные милиционеры, и их нелегкая служба дарит нам, обычным гражданам, спокойную жизнь. Во вторник милиционеры всей страны отметили свой профессиональный праздник. В Чеченской Республике праздник милиционеров был отмечен рядом мероприятий, в том числе религиозными обрядами жертвоприношений и скачками в Гудермесе. Однако главные торжественные мероприятия прошли в МВД Республики. Поздравить личный состав Министерства внутренних дел приехало и руководство Чеченской Республики во главе с президентом Рамзаном Кадыровым. В своем выступлении он отметил мужество и героизм, проявляемые чеченскими милиционерами на боевом посту. Вспоминая о подвигах чеченских милиционеров, Рамзан Кадыров подчеркнул, что чеченской войной Россию пытались развалить западные спецслужбы, прикрываясь международными террористами. Afkorni dana, смотрите, ночи, ома, ночью Москву дана, российский государство дана, хульский переворот дана, полностью дана, социально, вей Россия дана, мох, ларбина, и ларбы губаду, ачи, тянущие дана, основанию, он ачи, вей республика хульский международный терроризм дана. Из-за дана, просто название международный терроризм. А на самом деле, он против Российской Федерации направлены или направлены к Западу политики уже для России, он выбрали разборы для разбора с Россией, выбрали нашу республику. Деле вы республика, вы мох, вы кам, далее вы صدقا سخازن بوديله вы بعند طبعا Российской Федерации فرق أمن شيء ديرشتو. Сегодня жизнь сотрудников правоохранительных органов непроста. 21 век внес свои коррективы. Мы часто слышим террорист, боевик, камикадзе, слова, смысл которых еще 10-20 лет назад мы бы и не поняли. Сегодня они олицетворяют ужас, приходящий к нам внезапно. И неудивительно, что с появлением нового лица преступности от милиции мы требуем больше бдительности и порой перестаем верить в справедливость. Но несмотря на это, есть люди, которые идут защищать свою родину.
Люди, которые являются примером в поведении, которые способны первыми прийти на помощь пострадавшим. Сотрудники милиции сочетают в себе принципиальность и требовательность к нарушителям. С ними всегда можно рассчитывать на помощь. Именно об этом говорил в своем выступлении министр внутренних дел республики Руслан Алханов, обращаясь к личному составу МВД. Он в очередной раз подчеркнул, что главным предназначением и обязанностью милиции во все времена оставалась защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан, обеспечение общественного порядка и безопасности. За время проведения контртеррористической операции погибло 1110 сотрудников чеченской милиции. 1110. Вдумайтесь в эти слова. И оно за себя говорит. И получили ранения 2700 сотрудников милиции. На имущество 582 сотрудника милиции. Из них 154 человека посмертно. За 10 последних лет 8 сотрудников органов внутренних дел республики стали героями России. Без наград милиционеры не остались и в этот раз. Награждение специально было приурочено ко Дню милиции. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, высшей наградой Чеченской республики ордена Кадырова удостоено 6 сотрудников МВД республики. Указом президента России 7 милиционеров награждены медалями за отвагу, за заслуги перед Отечеством второй степени и за отличие в охране общественного порядка. Свыше 100 сотрудников органов и подразделений внутренних дел получили медали за доблесть в службе, за боевое содружество, а также почетные грамоты и благодарности МВД России. Также приказом Рашида Нургалиева более 20 сотрудникам были присвоены очередные звания. Погоны в торжественной обстановке милиционерам вручил президент Чеченской республики Рамзан Кадыров. Приятным же сюрпризом стало присвоение Рамзану Кадырову, кстати, Герою России, специального звания генерал-майора милиции. Указ за номером 1259 в праздничный день подписал главнокомандующий страны Дмитрий Медведев. Звание было присвоено неспроста. С первых дней начала контртеррористической операции Кадыров лично участвовал в операциях против ваххабитов и террористов. А будучи уже главой республики, он не перестает принимать участие в разработке и реализации планов по нейтрализации остатков НВФ. В последнее время под его непосредственным руководством проведены спецоперации в горах Нажаюртовского, Веденского, Урсмартановского, Шалинского районов. При этом ликвидированы особо опасные участники НВФ, их лидеры, так называемые эмиры различных населенных пунктов и районов республики. Кадыров также руководил спецоперациями на сопредельной территории Республики Ингушетия. При этом уничтожены и задержаны известные террористы и главари, борьба против которых будет продолжена до последнего конца. Сам лично участвует в спецоперациях, хотя он президент республики. Он мог бы сидеть в кабинете, как другие президенты, но он сам лично выезжает на спецоперации, планирует мероприятия и всегда говорит, что он не может сидеть в кабинете, когда ребята проводят спецоперации. По словам главы государства, эффективность работы милиции измеряется конкретными результатами борьбы с преступностью и уважением граждан. Поэтому облик милиции должны определять те сотрудники, которые действительно дорожат репутацией и достойно исполняют свой долг. Мы должны создать современную милицию, мы должны создать современные органы внутренних дел. Непримиримой останется и наша борьба с терроризмом. Бандиты, которые совершают преступления, где бы это ни происходило, особенно на Северном Кавказе, они будут получать адекватный ответ. Дорогие друзья, ваша служба, безусловно, требует крайнего самообладания, спокойствия. Это очень важное качество. Мужества и стойкости. Готовности постоянно рисковать своей жизнью и здоровьем. И умением четко, очень настойчиво реагировать на самые трудные жизненные ситуации. Я желаю вам успехов, я желаю вам хороших результатов в вашей очень важной работе. А теперь пришло самое время узнать, что говорят о нас и о чем говорим мы в глобальной сети интернет.
На прошлой неделе говорили о том, что Рамзан Кадыров в тройке лидеров в рейтинге политики глазами средств массовой информации, о том, что в мечетях Чеченской Республики огласят списки нетрезвых водителей, и о том, что нарушение налоговых служащих выявит интернет, и что в Чеченской Республике наблюдается положительная динамика роста валового регионального продукта. Программа «Чечен-Инфо» с подборкой новостей минувшей недели в глобальной сети интернет. Ежегодное послание президента Федеральному собранию стало наиболее горячо обсуждаемой темой в российском сегменте сети интернет. Отмечается и то, что в послании президент уделил значительное внимание и Чеченской Республике. Так, Медведев отметил, что будет сделано все возможное, чтобы жизнь на Северном Кавказе была благополучной. Медведев заявил, что причиной сложной обстановки в регионе является тяжелая экономическая ситуация. Он подчеркнул, что предпринимается ряд мер, направленных на выправление ситуации. «Я поручил правительству в течение полугода сформировать перечень инвестиционных проектов, которые будут осуществляться», приводит издание слова президента. По его словам, эти проекты могут быть реализованы в сфере энергетики, строительства, развития санаторно-курортной сети, сельского хозяйства и малого бизнеса. Подчеркнул Медведев и необходимость рассмотрения возможности применения налоговых и других финансовых механизмов для расширения инвестиций. Совместный проект «Времени новостей» и компании «Медиалогия. Политики глазами СМИ» обнародовал очередные итоги рейтинга политических персон, наиболее активно обсуждаемых в федеральной прессе и эфире центральных каналов. В опубликованном в понедельник онлайн-версии издания «Времени новостей» в рейтинге политических персон Рамзан Кадыров занял второе место в рейтинге «Информационное благоприятствование». Примечательно, что президент Чеченской Республики занял прочные позиции и в тройке лидирующих в рейтинге упоминаемость персон в СМИ. Так, в этом рейтинге он занял третью позицию, сразу же вслед за Лужковым и Матвиенко. По мнению ряда наблюдателей, высокая позиция Рамзана Кадырова в публикуемых рейтингах объясняется тем, что высоко оценены и отмечены заслуги Рамзана Кадырова в борьбе с терроризмом, отмечают сетевики. В мечетях Чеченской Республики огласят списки нетрезвых водителей. Об этом в сети интернет заявила Намедни в пресс-службе Духовного управления мусульман Чеченской Республики. Как отмечают сетевые издания, в Духовное управление поступил список водителей, задержанных за управление автотранспорта в нетрезвом состоянии на территории республики, которые поступили на основе ранее заключенного соглашения между руководством Духовного управления мусульман Чеченской Республики и ГИБДД Министерства внутренних дел по Чеченской Республике. Сообщается, что списки представляются в республиканский муфтият для оглашения имамами мечетей. Пресс-служба муфтията уточняет, что в населенных пунктах, выходцами из которых являются правонарушители, имамы будут озвучивать их имена. Такие меры предпринимаются в целях воздействия на лица, употребляющие спиртные напитки. Имамы в рамках проповеднической деятельности в мечетях также разъясняют населению пагубность алкоголя. В большинстве случаев в списке задержанных оказываются молодые люди, подчеркивают в Духовном управлении. В Верховном суде Карелии в ходе дополнений к судебному следствию по нашумевшему уголовному делу о массовой драке Кондапога, произошедшей в августе 2006 года, неожиданно появился новый свидетель. Об этом на неделе заявило сетевое издание «Вести Карелии». Напомним, речь идет о событиях, печально прославивших карельский городок на всю страну. Так, в августе 2006 года в кондапожском ресторане «Чайка» в массовой драке были убиты 2 местных жителя и серьезно пострадали 9 жителей Кондапоги. Инцидент спровоцировал массовые народные волнения в городе. 6 ноября текущего года бывшая официантка Масина, которая ранее отказывалась давать показания, заявила весьма важные вещи. К примеру, что нож, которым было совершено убийство, был не у чеченца Ислама Магомадова, обвиняемого в убийстве, а у бармена-азербайджанца Гусейнова. «За мое молчание Иманов, владелец ресторана и друг Гусейна, заплатил мне и дал работу в Петрозаводске», заявила девушка. В конце 2009-го, начале 2010 года в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде и Уфе издательский дом «Медина» намерен провести ряд мероприятий, посвященных презентации словарей из серии «Ислам в Российской Федерации». По словам авторов публикации, уже увидели свет ислам на Нижегородчине, ислам в Москве и Подмосковье, ислам в Санкт-Петербурге и на российском северо-западе, ислам в центральноевропейской части России и ислам на Урале. В настоящее время идет работа над созданием 6-го
второго тома словаря «Ислам в Поволжье». Сообщается, что к 2012 году издатели планируют выпустить все 12 томов, в том числе «Ислам в Татарстане», «Ислам в Башкортостане», «Ислам в Дагестане», «Ислам в Чечне, Ингушетии и Осетии» и ряд других изданий этой серии, посвященных регионам Российской Федерации. По словам издателей, каждый из томов содержит уникальную и эксклюзивную информацию, во многом меняющую сложившиеся представления о некоторых аспектах российской истории. Целый ряд сетевых изданий сообщает о том, что Мамед Халидов, чеченец, живущий в настоящее время в Польше, встречался в Токио на турнире Сангоку Эвеленд Паттл с чемпионом в среднем весе Хароки Сантьяго. При этом сообщается, что в ходе поединка Мамеду удалось одержать победу над чемпионом полным нокаутом. Бой складывался очень драматично, но чеченскому спортсмену удалось нанести несколько сильных ударов по челюсти соперника, которые и потрясли противника. А еще 2 удара Мамеда поставили окончательную точку в этом бою. Сообщается в сети и о первенстве Верхней Австрии по вольной борьбе среди школьников и юношей, в котором принимали участие юные спортсмены-чеченцы, проживающие в Австрии. Как сообщают сетевые издания, в соревнованиях приняли участие 11 учеников Омара Чекарбиева из спортивного клуба «Воист» города Линза, столицы Верхней Австрии. Сообщается, что воспитанники чеченского тренера завоевали призовые места. О фактах коррупции и других нарушениях, допущенных сотрудниками налоговых служб, жители Чеченской Республики теперь смогут сообщить по интернету. Это можно сделать на сайте Управления Федеральной налоговой службы России по Чеченской Республике, на котором и создана интернет-приемная для обратной связи с налогоплательщиками. Об этом сообщает интернет-агентство «Чечня Тудей». Как сообщает издание, такую форму борьбы с нарушениями служебной этики и фактами взяточничества среди служащих ФНС предложила комиссия по соблюдению к требованиям к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. Если раньше сведения о нарушителях подавались только в письменном виде или по телефону доверия, теперь достаточно зайти на сайт Управления налоговой службы по Чеченской Республике, где в правом нижнем углу заявитель найдет баннер «Обращения и жалобы». На этой же страничке есть и пояснение о порядке приема и рассмотрения электронных жалоб, сообщает издание. В Закарпатье пограничники Мукачевского отряда на контрольном посту «Деловое» задержали 2 нарушителей, граждан Российской Федерации чеченской национальности. Об этом через электронные и печатные СМИ сообщила пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. Судя по заявлению пресс-службы и сообщениям авторов материалов о чеченцах-нелегалах, нарушители ехали в рейсовом автобусе с сообщением «Киев-Тячев». Как уточняет издание «ЮА-Репортер», в результате проверочно-фильтрационных мероприятий установлено, что на территории Украины эти люди незаконным образом попали с территории Российской Федерации. На этой неделе целый ряд изданий, и в частности сетевой ресурс издания «Коммерсант» с подачи Росстата заявил о том, что в Чеченской Республике наблюдается положительная динамика роста валового регионального продукта. Падение валового регионального продукта по прогнозу Минэкономразвития составит более 10% в этом году в 15 субъектах Российской Федерации, говорится в направленном на днях в Госдуму отчете о реализации антикризисных мер, сообщает издание. По оценкам Минэкономразвития, такой спад валового продукта будет зафиксирован в ряде регионов Российской Федерации. Согласно документу, в январе-августе этого года отрицательная динамика наблюдалась в большинстве субъектов страны. Примечательно, что в числе субъектов Российской Федерации, в которых за этот же период наблюдалась положительная динамика, отмечена и Чеченская Республика. В этом ряду названы также Тува, Бурятия, Дагестан, Калмыкия, Камчатские и Ставропольские края, Амурская, Магаданская, Белгородская, Тамбовская области, а также Ямало-Ненецкая и Чукотская автономная область. Следующая страничка нашего тележурнала, как и обычно, исследование того, что лежит за внешней стороной определенного события или явления. На прошлой неделе президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетил Азербайджан. Визит состоялся по приглашению главы этой Закавказской Республики Ильхама Алиева. Как известно, у Азербайджана очень высокий экономический потенциал, и, разумеется, в условиях глобального кризиса страна нуждается в новых формах экономического сотрудничества, а в этом плане Чеченская Республика – отличный партнер и есть куда вкладывать деньги. А поручителем и гарантом выступает сильная республиканская власть. Рубрика «Тема» с небольшим отчетом о визите президента Чеченской Республики и исследованием перспектив Азербайджано-чеченских взаимоотношений.
Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетил Республику Азербайджан. Визит состоялся по приглашению главы этой Закавказской республики Ильхама Алиева. Это можно считать еще одной серьезной вехой во внешнеполитической деятельности президента Чеченской Республики. Что нам дает право так утверждать? В рамках визита состоялся ряд встреч как самого Рамзана Кадырова, так и членов Кабинета министров нашей республики и духовных лиц, сопровождавших его. На встрече двух президентов Кадырова и Алиева была достигнута договоренность о создании совместной экономической комиссии. Комиссия будет изучать возможные варианты совместной экономической деятельности Чеченской Республики и Азербайджана. Как отмечали оба лидера, уже сформирован портфель первостепенных задач, к реализации которых можно приступить в ближайшее время. В этой связи Ильхам Алиев отметил экономическую привлекательность нашей республики. Такого рода соглашения нами подписаны со многими республиками Российской Федерации, в том числе Кавказскими республиками. И я считаю, что подписание такого соглашения между Чеченской Республикой и Азербайджаном будет очень важным и в рамках стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном, а также в рамках исторических связей между нашими двумя народами, которые всегда развивались эффективно, мы всегда жили в дружбе, в братстве и готовы активно продолжать сотрудничество в этом направлении. Как известно, у Азербайджана очень высокий экономический потенциал. Разумеется, в условиях глобального кризиса страна нуждается в новых формах экономического сотрудничества. В этом плане Чеченская Республика – отличный партнер. Есть куда вкладывать деньги, а поручителем и гарантом выступает сильная власть. Это и стало поводом для подписания ряда соглашений, в том числе и с Министерством транспорта Азербайджана. Наши представители часто бывают в вашей республике и видят большое развитие. Практически заново построена столица, очень много предприятий, дорог, очень много социальных объектов. Так что мы, как друзья и братья, только радуемся вашим успехам и желаем вам продолжать в том же духе и развивать вашу республику активно. Также в эти дни в столице Азербайджана проходил межконфессиональный форум, на котором были представлены духовные лидеры более чем 40 стран, как мусульманских, так и представителей других конфессий. Президент Чеченской Республики, выступая перед духовными лидерами, изложил свое видение проблемы войн и противостояний. Он отметил, что в мире нет проблемы межконфессионального противоборства. Проблема в противостоянии политиков и политических систем. Организация Объединенных Наций, Евросоюз, мировые державы делают видимо, что озабочена ситуация. На самом деле с санкций происходит что творится в Афганистане. И не только там. Страна разрушена, народ не видит ничего, кроме войны. Сильные государства любые свои действия направлены против других стран народов, либо относят как к конфликту цивилизации, так к противодействию между религиями. Так ли это на самом деле? Я твердо убежден в том, что нет конфликта религии. Верующие люди никогда не причинят друг другу зло, не посягнут на чужое, будь это чья-то личная вещь или территория другого государства. Известно во всем мире, что религиозные деятели призывают нас жить в мире и согласии. Это голос звучит из Мекки, Ватикана, Москвы и других центров мировых религий. Пока мы не признаем, что в корне кровавого конфликта лежит не противоборство религии, а стремление владеть миром, мировым богатством и природными ресурсами, поставив на колени целые страны и многомиллионные народы, не выработаем реальные механизмы построения мира, основанные на законах справедливости и уважения интересов всех стран, войны будут продолжаться. Речь Рамзана Кадырова была воспринята с нескрываемым интересом. По сути, Рамзан Ахматович говорил о проблеме общеизвестной, но в силу разных причин замалчиваемой и прикрываемой, опять же, разными политическими кругами. У нас есть опыт, мы знаем об этом и понаслышке, и нас обвиняют в том, что в Чечне идет война, что чеченские бандиты, чеченские террористы. Но это совсем не так. Чеченцы очень миролюбивый, дружелюбивый народ, нам навязали эту войну, нас использовали в качестве инструмента разборок против суверенного государства России. Но мы поняли, что надо остановить это зло и жить со всеми мирно, дружно, как жили наши отцы. Сегодняшняя конференция, это, я считаю, если из него сделать
фундамент и развивать дальше, продолжать в это направление и вести диалог со всеми. Я думаю, что у нас получится остановить войну, что у нас в мире не будут убивать, взрывать и обвинять в этом всегда религии ислама. Я как верующий мусульманин, я знаю, к чему призывает ислам. И когда по телевизору, когда показывают, что где-то что взрыв, это исламский экстремист, это исламский, это бандит, такого неправильное предназначение, это оскорбляет каждого мусульманина. И поэтому я призывал бы всех верующих, всех, не имеет значения, религии, объединиться против зла и делать так, чтобы восторжествовала справедливость. Да, Аллах, удачи. Чеченская республика при Кадырове-младшем стала политическим мостом России к исламскому миру. Визит Рамзана Ахматовича в Азербайджан следует воспринимать как продолжение политики сближения России со странами ислама. Вместе с тем, эта работа приносит дивиденды – экономические, политические, общественные, в первую очередь для самой Чеченской республики. Россия есть реальная свобода вероисповедания. Страна строится с тысячи мечетей и православных храмов. Диалог, о котором мы сегодня говорим, реально существует между различными религиями. Отрадно отметить, что постоянный диалог также ведется между религиозными деятелями и властью. Руководство страны встречается с патриархом и муфтиями. Лидеры России поддерживают ислам, как и другие религии, и прислушиваются к мнению мусульман, советуются с ними при принятии судьбоносных решений. Хочу коротко остановиться в ситуации на Чеченской республике. Известно, что террористы пытались представить события в Чечне как межрелигиозный конфликт, как войну за веру, за ислам. Это совсем не так. Запад стремился руками террористов разрулить Россию. Наш первый президент Ахмад Хаджи Кадыров, будучи известным во всем мире исламским ученым и глубоко верующим человеком, понимал, какие цели перед собой поставили силы, развивавшие войну. Он сумел объяснить народу, что террористы воюют не за ислам и торжество его идей, а пытаются своими действиями очернить всех мусульман, вергнуть всю Россию в хаос, развалить ее. Его поддержал народ, поддержал руководство страны, и мы сломали хребет террористам, сохранили целостность России. Я хочу отметить, что нам дорого межрелигиозное согласие в России, в Чеченской республике, и оно будет сохранено. В нашей республике реально существует диалог с представителями разных национальностей и вероисповеданий. Мы живем одной единой дружной семьей и будем стремиться к тому, чтобы развить эти отношения. Завершился визит Азербайджана на дружественной ноте. Муфти этой страны Аллах Шукюр Пашазаде эти дни отмечал свое 60-летие. Президент Чеченской республики поздравил его и в знак уважения за мирную деятельность и содействие сближению чеченского и азербайджанского народов наградил его высшей наградой нашей республики – орденом Кадырова. Я благодарен весь чеченскому народу, что есть такие, как Ахмад Кадыров, как Рамзан Кадыров был. Я говорю, потому что он для меня всегда живет в моем сердце. Я очень молюсь Аллаху, что дальнейший долгий путь, чтобы как президент мы видели Рамзан Кадырова делал благо своему народу и всего Кавказа. Здесь интересно вот что. Визит в Азербайджан длился 2 дня. Ничтожно мало по политическим меркам. Тем не менее, за эти 2 дня Рамзан Кадыров успел встретиться с президентом Азербайджана, представителями деловых кругов, высшим духовенством и принять участие в религиозном форуме. Везде, на всех встречах достигнуты серьезные договоренности, способствующие росту политическому и экономическому. او ميغل غير اتمدش غير شين بريزيدنتو على غير مفتي سالغنا تخيل قميلح تغن يقتل قميلح رمزان قطعات سبينا رمزان وارجو ميغل درشين هو داچ بوسول بچاوخي ريسبوبليكي سير كوغل غوش نقطه رمزان تغنا رمزان مصر بريزناتين ليدر رمزان وترغوا واتساب سوشيال شيمبرغ ولا حالادر اذا دنيا شو حمل باكنجر مصر دكاز وديش قوبل ديشتو اق وين دوقهمدو طبعا فرش اشتيوش мероприятие ان سو قنالدر سو выступит ларим хылыр. Выступление нашего президента
Рамзана Ахматовича Кадырова на этом форуме. Я уже сейчас так в коридоре общаюсь с журналистами, я понял, настолько важно и актуально передавали все его слова в разных контекстах, в положительном плане. И это именно иностранные журналисты, которые сегодня присутствовали на этой конференции. И здесь особо надо подчеркнуть, что встреча 1 на 1 нашего президента Рамзана Ахматовича с президентом Азербайджана Ильхама Гайдаровича Алиевым уже дала результаты. Немаловажно это разговор и договоренность о взаимообмене информацией по сохранению и стабилизации обстановки и на Кавказе, и на Северном Кавказе, то есть защита и южные рубежи России. Миру в очередной раз представлен истинный образ чеченца – мирного, трудолюбивого и умного. Значительный вклад внесен в дело укрепления мира на Кавказе. И самое главное – поддержан статус России как регионального гегемона. Ведь именно от лица России Кадыров наводит эти мосты. А что касается самого Рамзана, то он давно переболел болезнями роста, в данном случае политического, и все свои действия направляет на благо Чеченской Республики и России в целом. Ну а теперь узнаем об истории Чеченской Республики в зеркале времени. Обзор ключевых событий нашей истории второй половины марта. На этой неделе это было исследование обихом минеральных источников Качкалыкского хребта, 100-дневные бои в Грозном, переименование газеты «Нефтерабочий», открытие Русского драматического театра имени Лермонтова и многое-многое другое. Итак, предлагаем вашему вниманию хронологию памятных дат в истории Чеченской Республики. Ноябрь 1588 года вошел в историю как точка отсчета начала установления дружественных и добрососедских отношений чеченского общества с Россией. Именно в ноябре этого года в Москву прибывает первое вайнавское посольство во главе с лидером Акинского общества Батаем Шехмурзой Окотским, который документально и оформляет принятие русского подданства князем. По тем временам Аух имел свою княжескую династию кумыкского происхождения. В 80-х годах XVI века Шехмурза Окотский стал одним из самых влиятельных союзников в Руси на Кавказе. Он отправлял послов в Москву и получал жалованные грамоты и богатые дары. Его влияние распространялось не только на Аух, но и на равнинные земли Чечни и части Северного Дагестана. Длительное время акачане служили своеобразным дипломатическим воинством русского царства на Кавказе, выполняя самые разнообразные поручения и занимаясь наряду со службой, земледелием и торговлей. В ноябре 1852 года знаменитый немецкий геолог и исследователь Абих Герман Вильгельмович начинает свои изыскания по изучению минеральных источников вдоль Качкалыкского хребта, простирающегося между низовьями Терека и Сулака. Эти исследования впоследствии оказали существенную услугу в деле развития в Чечне и на Северном Кавказе в целом, курортного дела на основе целебных свойств минеральных источников. Абих Герман Вильгельмович родился в начале XIX века в Берлине. В 1844 году он отправляется на Кавказ. Увлеченный грандиозной природой Кавказа, Абих решил принести ей в жертву свою научную деятельность и кафедру геологии в Дербте. И в 1854 году окончательно поселился на Кавказе, где и прожил до 1877 года, работая неутомимо и самоотверженно. Абих впервые научно определил орфографический характер Кавказа, главное направление – поднятие гор, их древность, взаимную связь и отношение к рельефу Старого Света. 12 ноября 1918 года закончились знаменитые 100-дневные бои в Грозном, которые начались еще в августе этого же года. Город был окружен враждебно настроенной к власти Советов частью казачества, возглавляемой Лазарем Бичераховым. Оборону Грозного возглавил председатель Центрального совета рабочих и военных депутатов Николай Гекалов. Нападение более 12 тысяч белоказаков отбивало лишь 3,5 тысячи защитников Грозного. В августе, придавая важное значение обороне Грозного, Совет народных комиссаров принял постановление, подписанное Лениным, об оказании городу военной и иной помощи. В итоге к середине ноября грузинский пролетариат при помощи чеченской и сунжской казачьей красных армий на голову разбил бичераховцев. 14 ноября 1918 года на Дровяной площади Грозного состоялся митинг, а затем парад частей грузинской, сунжской и чеченской красных армий. Серго Орджоникидзе лично телеграфировал Ленину о победе красных войск и о состоявшихся по этому случаю торжествах.
7 ноября 1924 года газета «Нефтерабочий» переименована в «Грозненский рабочий». Именно это имя на долгие годы и закрепилось за газетой, которая популярна и работает по сей день. Начав издаваться большевиками в марте 1917 года под названием «Товарищ», газета поменяла несколько названий. «Известия Грозненского совета рабочих», «Крестьянских и казачьих депутатов», «Красный труд», а с 1924 года выходит под названием «Грозненский рабочий». Уже в первые годы своего существования газета привлекла серьезные журналистские кадры. Одним из первых ее редакторов был Катаев, известный в ту пору литератор. В 20-х годах в газете работали писатели, поэты, публицисты, имена которых были известны всей советской России. В 60-х-80-х годах газета стала настоящей кузницей журналистских кадров. Многие сотрудники газеты впоследствии стали ведущими журналистами московских и центральных изданий. 1 ноября 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР за беспримерное мужество и героизм, проявленное в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, посмертно присвоено звание Героя Советского Союза Ирбайхану Бейбулатову. Командуя стрелковым батальоном в боях за город Мелитополь, Бейбулатов проявил незаурядные организаторские способности в трудных условиях уличного боя. Батальон под его командованием отразил 19 контратак противника и уничтожил 7 танков и более 1000 гитлеровцев. Сам командир в этих боях принял героическую смерть. Примерно в это же время, в ноябре-декабре 1943 года, на его родине распространяются слухи о том, что чеченцы и ингуши будут выселены. Многие в это не верят. Однако уже во второй половине января 1944 года в Грозный в большом количестве прибывают особые части войск НКВД. И уже 23 февраля 1944 начинается поголовная депортация чеченцев и ингушей и упраздняется чечено-ингушская автономия. 5 ноября 1938 года в Грозном открылся Русский драматический театр. Театр был образован специальным постановлением Совнаркома ЧССР. Первая работа коллектива театра была показана зрителям уже в ноябре 1938 года. Это был спектакль по пьесе Погодина «Человек с ружьем». В 1941 году, в дни столетия гибели Лермонтова, театр получил имя великого русского классика. Во время Великой Отечественной войны театр на 2 года был эвакуирован в Восточную Сибирь. Театр в республике всегда особым образом ощущал свою миссию и предназначение, которые состоят в том, чтобы через высокие образцы многонационального искусства приобщать зрителей к общим культурным процессам страны. В свое время на его сцене были поставлены спектакли «Иванов» и «Дядя Ваня» Антона Чехова, «Преступление и наказание» инсценировка Родзинского по роману Достоевского, «Обыкновенная история» инсценировка Розова по роману Гончарова и многие другие. В ноябре 1968 года в городе Грозном открыт памятник пожарным в борьбе с огнем в годы Великой Отечественной войны, Дни обороны города. Автор проекта памятника выступил скульптор Мамилов. Скульптурная композиция напоминает о героических днях обороны Грозного, когда в суровые октябрьские дни 1942 года в ходе битвы за Кавказ немецкие фашисты, осознав, что захват Грозного им не под силу, решили его уничтожить с воздуха. В те дни десятки самолетов сбрасывали фугасные и зажигательные бомбы в район сосредоточения нефтеперерабатывающих заводов. 5 дней продолжалось невиданное сражение с огнем. Было потушено более 200 пожаров, спасены нефтеустановки, нефтехранилища. Вместе с пожарными охранами боролись с огнем и рабочие заводов, и молодежь города. В память о героической борьбе пожарных с огнем, о павших бойцах и воздвигнут монумент. 2 ноября 1992 года умерла легенда чеченской эстрады, народной артистка ЧССР Марьям Айдамирова. Ее влияние на становление чеченской эстрады трудно переоценить. Родилась Марьям в 1924 году в селении Бенаюрт Надтеричного района. Петь начала еще в детстве на концертах школьной художественной самодеятельности. Уже в 5 классе талантливая девочка участвовала в конкурсе одаренных детей в Пятигорске. Начало творческой жизни певицы совпало с трудным периодом становления национальной культуры. Певица была замечена руководством Казахского оперного театра. Ее пригласили в концертную бригаду. В 1956-м, под конец ссылки, в Алмате был объявлен набор артистов в чечено-ингушский ансамбль песни и танцев. Марьям выдержала испытания. Она проработала в Государственной филармонии 35 лет. В сердцах чеченцев она осталась вечной, неувядающей, неповторимой Марьям Айдамировой, прожившей долгую, сложную и очень яркую жизнь.
В ноябре 2005 года Рамзан Кадыров стал исполняющим обязанности председателя правительства Чеченской Республики. Именно с этой даты и с этой должностью начался стремительный взлет Рамзана Кадырова как яркого и наиболее успешного политика общественно-политической жизни современной России. Этот день стал еще одним важным шагом на пути мирного и стабильного развития республики. 4 марта 2006 года Кадыров становится председателем правительства республики. В начале марта 2007 года президент Российской Федерации официально предлагает кандидатуру Рамзана Кадырова на пост главы республики. Уже 2 марта 2007 года парламент Чеченской Республики одобрил наделение Кадырова полномочиями президента. За это решение тогда высказались 55 депутатов из обеих палат. Работу по возрождению Чеченской Республики, укрепление фундамента мирного и стабильного развития республики, обеспечение безопасности граждан, повышение благосостояния и уровня качества жизни Рамзан Кадыров продолжил уже в новом качестве. Ахмедхан Мутушев. Чеченский интеллигент и один из видных государственных и общественных деятелей чеченского общества начала 20 века. Сторонник эволюционного пути развития общества, отвергающий любые акты насилия против человечности, он боялся последствий грядущей гражданской войны. Он понимал, что деление народа по принципу «белые» и «красные» неприемлемо для чеченского общества, поскольку жизнь его регулировалась иными законами и иными историческими традициями. Всю свою сознательную жизнь он пропагандировал идеи национального единства, гражданского согласия, разоблачал попытки отдельных политиков внести раскол в чеченское общество. На вопросы, кто он, чеченский интеллигент Ахмедхан Мутушев, мы и попытаемся ответить в нашей постоянной рубрике «Жизнь замечательных людей». Ахмедхан Мутушев – чеченский интеллигент и один из видных государственных и общественных деятелей Чечни начала 20 века. Родился в 1884 году. В 1904 году он окончил Петербургское военное училище, имел чин подполковника царской армии. А в 1911 году, окончив Харьковский университет, стал еще и адвокатом. Одна из первых публикаций Мутушева открыла в газете «Новая Русь», издавшейся в Санкт-Петербурге, мусульманский отдел. В статье отмечалось, что это первая попытка солидной газеты послужить культурно-экономическим интересам мусульман России. Автор статьи признавал, что каждая мусульманская народность бедна грамотой в процентном отношении, но все же насчитывает отдельных представителей как со средним, так и с высшим образованием. К ним и обращался Мутушев. Пусть мы плохие литераторы, пусть наши статьи не блещут красотой художественного слова, но мы должны твердо запомнить слова Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Первые публицистические статьи Мутушева отличались широтой взгляда на жизнь, интернациональным пафосом. В своих газетных и журнальных выступлениях Мутушев в острой форме ставит вопросы, непосредственно связанные с общественно-политическим положением горских народов, критикует царскую администрацию, угнетающую трудовые массы. Особенно сильно доставалось от него чиновникам из аппарата Терской областной администрации. Не полуграмотные капралы, не ужившиеся в строевых частях, не скучающие аристократы трагизма ради отправляющиеся на погибель на Кавказ, побуждаемые собственной неуравновешенностью и неустройством, которые смотрят на край как на временную резиденцию, на служебный этап карьеры, а только выборная местная администрация может водворить порядок всюду, в том числе, конечно, и на Кавказе, утверждает Мутушев в одной из своих публикаций. Политика полуграмотных капралов, о которой пишет Мутушев, оборачивалась для горского населения тяжелым, непредсказуемым последствиями. Такие администраторы в начале 20-го столетия в Терской области становятся носителями жестких военных порядков в мирную жизнь чеченцев и ингушей, что не соответствовало ни историческим традициям, ни обычаям, ни мировоззрению последних. Мутушев категоричен и в оценке социально-экономического положения трудящихся масс чеченцев и ингушей. Он убежден, что только учитывая исторические традиции, обычаи, опираясь на них, просвещая народ, можно добиться желаемого результата. Поэтому общественно-политические и философские воззрения Мутушева заставляют его не только высказывать свое возмущение, но и убеждают в необходимости предпринимать активные шаги по изменению существующего строя. Весть о февральской революции он воспринял с воодушевлением, и он активно включается в общественную жизнь края. 14 марта 1917 года в городе Грозном состоялся съезд представителей чеченского населения Терской области, который избрал Чеченский национальный совет и признал власть Временного правительства и его комиссаров на местах. Совет для постоянной работы избрал и Чеченский исполнительный комитет, который возглавил, конечно же, присяжный поверенный Ахмедхан Мутушев. Вскоре он избирается и в руководящий состав Соединенного бюро, учрежденного различными политическими силами в городе Грозном для совместного осуществления в республике властных функций. А в начале июня создается Грозненский районный исполнительный комитет, сосредоточивший всю полноту власти в крае. Председателем бюро райисполкома опять-таки избирается адвокат и общественный деятель Ахмедхан Мутушев.
В своем первом же приказе, изданном 16 июня 1917 года, председатель писал: «Революция властно требует стойкого единения и контакта между всеми силами общества, а потому Грозненский районный исполнительный комитет, как революционная организация, приложит все старания и силы свои к тому, чтобы были сглажены все трения, возникшие между общественными организациями, чтобы было достигнуто взаимное доверие и уважение, при наличии коих лишь и возможно вывести страну из тупиков анархии и успешно провести учредительному собранию и демократическому республиканскому строю». На сентябрь в 1917 году в городе Грозно назначаются выборы в городскую думу. Кандидатура Мутушева проходит по списку 3 от социалистов, революционеров и социал-демократов. По утверждению газеты «Терский край» выборы проходят без давления, согласно велению сердца, совести. Мутушев становится членом Грозненской городской думы. В том же сентябре 1917 года подавляющим большинством голосов Мутушев избирается председателем Грозненской городской думы. Однако Октябрьскую революцию Мутушев воспринял настороженно. Революция коренным образом меняет ситуацию не только в Чечне, но и во всей России. Наступает период анархии и гражданская война. По свидетельству газеты «Терский край», в этот период приходится говорить об отрицании всяких основ человеческого общежития. Мутные волны анархии бегут по лицу земли, пылают усадьбы, гибнут завоевания культуры, свирепствуют грабежи и убийства. Сторонник эволюционного пути развития общества, отвергающий любые акты насилия против человечности, Ахмедхан не мог на первых порах принимать активное участие в революционных преобразованиях края. Все еще свежи были также и впечатления от деятельного участия в работе местных органов власти Временного правительства. Однако со временем социальная действительность оказала существенное воздействие на эволюцию социальных взглядов Мутушева. Они претерпели коренное изменение. В 1918 году расклад политических сил обозначился четко. Большевики одерживали одну победу за другой и шли к намеченной цели – захвату власти, не считаясь соображениями гуманности, человечности. В чеченском обществе заметился раскол. По его словам, он не желал участвовать в политических играх, могущих привести чеченский народ к физическому уничтожению. Он боялся последствий грядущей гражданской войны, понимал, что деление народа по принципу «белые» и «красные» неприемлемо для чеченского общества, поскольку жизнь его регулировалась иными законами и иными историческими традициями. Эти обстоятельства вынудили Мутушева перебраться в соседний Дагестан. В Дагестане Мутушев окончательно определился в своих нравственных исканиях. Здесь он стал представителем военно-революционного комитета Дагестана в комиссариате Северного Кавказа и как товарищ председателя Дагестанского военревкома возглавлял комиссию по обороне, город Тимирхан-Шуры. Его соратниками стали известные дагестанские революционеры, как Коркмасов, Махач, Дахадаев, Габиев, Тахо Годи и другие. Входил в этот период он и во фракцию Дагестанской социалистической группы военно-революционного комитета. К концу 1918 года позиция Мутушева стала более четкой, определенной. Она отличалась не только своей идейной политической направленностью, но и характером содержания высказываемых взглядов. Быть в одном ряду с большевиками означало быть в авангарде революционных и передовых по тем временам сил. Позже, в ходе гражданской войны, Ахмедхан Мутушев проводит подпольную работу в Баку. После установления в Азербайджане советской власти становится членом Наркомюста Азербайджана. С января 1922 года Мутушев работает уже в качестве председателя чеченского окрисполкома. За этот короткий период пребывания на этом посту Ахмедхан сумел много сделать в области культурного строительства в Чечне. Он открывает ряд школ, переводит на чеченский язык стихи классиков русской литературы и даже текст «Интернационала». Мутушев уделял огромное внимание проблеме ликвидации неграмотности среди чеченцев, развитию культуры и нравственности, укреплению дружбы и братства между народами. Всю свою сознательную жизнь он пропагандировал идеи национального единства, гражданского согласия, разоблачал попытки отдельных политиков внести раскол в чеченское общество. Жизнь Мутушева, как и многих видных государственных и общественных деятелей Чечни, сложилась трагически. В годы сталинских репрессий без каких-либо оснований он был арестован и брошен в тюрьму, где и скончался в 1943 году. Творческое наследие Мутушева недостаточно выявлено и изучено. Вместе с тем, опираясь на то, что уже выявлено и исследовано, можно констатировать, что его философские и этические взгляды неразрывно связаны с социально-политическими воззрениями и с этическими взглядами передовых демократов той эпохи, коим являлся и он сам. Да, но уж действительно, в нашей стране судьба интеллигентов складывается как-то уж по-особенному. У нас на этом все. С вами был Валид Генаев. Мы встретимся с вами ровно через неделю. Спасибо за внимание. До свидания.